Камбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 17. Домой. Дневник пути от Лхасы до Кяхты. Часть 64. 27 сентября и следующие дни, обсудив все обстоятельства дела, я пришел к заключению, что ничего иного предпринять невозможно, как купить яков и с ними как-нибудь добраться до Цайдама. У меня было около 100 ланов китайского серебра, запасенного на дорогу от Цайдама до Хошуна-Халхасского Юндунбейса, через который я и хотел предпринять дальнейшее движение в Ургу. Все эти деньги пришлось употребить на покупку яков и седел для их снаряжения. Як здесь стоит 8-9 ланов на местные монеты, так что на китайское серебро обходился в 6,5 или 7,5 ланов. Таких яков нужно было купить голов 12, но судьба стала ставить нам дальнейшие препятствия. В ночь на 1 октября, когда все уже было готово к пути, у наших возчиков, курлуков, украли 4 лучших лошадей. Они совершенно беззащитные, с горем пришли ко мне и, охая, излагали свои обстоятельства о лишении возможности выполнить условия вследствие неожиданного оборота дела. А для того, чтобы был запас яков, я решил отправить один вьюг в Гумбум с одним бурятским ламой, ехавшим туда с одним же монголом из Хошуна-Цайдамского барон-Засака. Эти 2 смельчака, имея 4 лошади, решили пройти пустыню только вдвоем. 2 октября. Они простились с нами. Я с этим бурятом отправил письмо, или вернее жалобу, Сининскому амбаню на обман тайджинаров. В этот день и мы, навьючив на яков и лошадей наши вещи, двинулись в дорогу. День прошел благополучно, и мы ночевали на первом перевале от Сонра. В эту ночь украли 1 лошадь у старика, одного из наших подрядчиков. 3 октября караван наш разделился на 2 части. Один, которые полагались на своих лошадей, пошли вперед. Мы же, задерживаемые тихим ходом яков, должны были отстать. С первой партией пошел некто Шабри, который взялся вести 2 моих вьюка. Один из них он наложил на купленного им яка и поручил своим товарищам, другой же взял на свою лошадь. Лишь только они скрылись за первый перевал, Шабри бросил мои вещи на самой дороге, привязав к ним свою тощую изнуренную лошадь, которая не могла вынести и 2-дневного пути. Это новое мошенничество возмутило меня, и я заставил Кьяссонама, как главу возчиков, ехать со мною вперед в погоню за Шабри. Он согласился, и мы вечером настигли их партию на плоскогорье перевала Бумцзей. Шабри не находил слов оправдания, но в переговоры вступила его старая больная мать. Она слезно умоляла меня не лишать ее одной оставшейся маломальски сносной лошади, на которой она, больная, могла бы добраться до Цайдама, где хотела бы похоронить свои кости. Ее слова подействовали на меня, и я не был в состоянии исполнить своего замысла, отнять силой лучшую из 3 оставшихся лошадей Шабри. Пришлось взять худшую лошадь, хотя на вид она была достаточно бодрую и, казалось, доставит мой вьюг в Цайдам. 4 октября. Пришлось вернуться немного назад навстречу вьючным животным. Их мы встретили возле Банака пограничной стражи, которая с наступлением холодов переселилась в горы в летней своей ставке на Санчу.
Вечером наши цайдамцы увидели в табуне начальника стражи одну рыжую кобылицу, в которой признали украденную у них в передний путь. Тотчас отправились 3 человека к ставке стражи и, указав узнанную свою кобылицу, потребовали выдачи ее. Начальник сказал, что он купил ее у одного местного тибетца, который живет на расстоянии однодневного пути отсюда. Он обещал отправить к нему гонца, так как он купил ее за 6 ланов, без получения коих обратно не может возвратить кобылы. 5 октября. В сегодняшнюю ночь снова украли лошадь у одного чахара, ехавшего в нашем караване. Он, желая прокормить лошадь всю ночь, не привязал ее с вечера в круг между палатками, как делали другие, а оставил на длинной веревке позади палаток и сам лег подле нее. Я спал с винтовкой в руке подле сложенной кучи моих зашитых книг. Ночью чахар разбудил меня и сказал, что слышит шум невдалеке от лагеря. Я быстро поднялся, схватив винтовку, направился в указанную сторону. Ночь была темная, но заходящая неполная луна все же позволяла разглядеть на холмике человека, ведущего лошадь. Я сделал в сторону его 2 быстрых выстрела, которые дали громкий отзвук в безмолвной тиши ночной. Вор исчез за холмик, и слышен был конский топот, быстро удалявшийся. Когда я убедился в безрезультатности моих выстрелов и возвратился к палаткам, все были на ногах, и окруженный ими чахар в отчаянии сообщал о краже его единственной лошади. Озлобленные новой кражей, совершенной без сомнения теми же стражниками, мы решили утром во что бы то ни было добиться возвращения кобылицы. Определено было постараться устрашить начальника стражи, поэтому мы отправили свои вьюки вперед. На месте остались 8 человек с верховыми лошадьми. Оставили при себе все пики и ружья, какие были в караване. Оказалось 2 пики и 8 ружей, из коих европейского изделия было 5. Одно вовсе не стреляло. Это грозное оружие было выставлено на показ. Послали 2 человек приказать начальнику привести немедленно нашу кобылицу. Он, однако, не послал ее, а отправил к нам 2 стражников, которые в мягких выражениях просили не обидеть их, так как кобылица была действительно куплена за 6 ланов. Они говорили, что, хотя это и верно, но впоследствии того, что она оказалась краденой, то начальник просит дать только 4 лана. Мы наотрез отказали в какой бы то ни было уплате денег за собственное животное и категорически заявили, что если не приведут сейчас же кобылицу, то отправимся к табуну и возьмем сами. Они отправились назад сообщить начальнику наши слова. Вероятно, наше раздраженное состояние, а главным образом 5 европейских ружей, коих очень боятся тангуты и тибетцы, подействовали на стражников, и немедленно была прислана кобылица, но все же с просьбой дать хотя бы 2 лана. Видя воздействие своей угрозы, мы, конечно, не дали и этих денег, а напротив, сказали, что спешность нашего пути мешает им затягивать дело и заставить начальника уплатить штраф за кражу. Довольные достигнутым результатом, мы отправились за нашим караваном, который ночевал на холме по левую сторону от Санчу. Здесь было видно много банаков местных кочевников, у коих была чума на яках. По пастбищам то там, то здесь валялись трупы издохших и доживающих последние минуты животных. Вечером мы увидели 15 всадников, одетых в нарядные костюмы и вооруженных пиками, ружьями и саблями. Они гнали яков. Мы в недоумении приготовились к встрече незнакомых гостей, которые шли к нам.
В почтительном расстоянии вышли двое навстречу, и из расспросов мы узнали, что это местные жители и что они ездили для разрешения спора с соседями. Погоняемые яки были взяты за выигранное ими дело. Тотчас началась торговля, и наши спутники выменили у них 4 яков за 2 лошадей с надбавкой серебра. 6 октября. Ночевали в ущелье речки, идущей от перевала Данла. 7 октября. Ночевали недалеко от перевала, не дойдя до него. Уже 2 дня нет населения, но сегодня ночью украли из нашего лагеря еще 3 лошадей. Странные люди, монголы. Они всегда знают, что есть опасность от воров, но, не желая держать ночью лошадей на привязи, пускают на корм, окарауливая сами. Утомление или в пути, а может быть и природная сонливость, не позволяют им, однако, бодрствовать всю ночь. Сначала караульный посидит, но через час-другой он уже спит крепким сном. Воры из тангутов отлично знают эту черту монголов и ночью безнаказанно крадут из-под рук. Утром 8 октября стали рассматривать следы. Оказалось, что воры приехали вдогонку. Невдалеке оставили своих лошадей. Пешими подошли к пасшимся стреноженным лошадям и преспокойно поймали их. Сначала вели под узцы, затем сели на 2 из них, а 3 повели. Когда достигли своих лошадей, украденных отпустили свободными и погнали домой. Делать было нечего, пришлось помочь потерпевшим, взять их в юг и наложить на запасных яков, а сами они пошли пешком. 9 октября. Перевалили через Данла. Сегодня на самом перевале нам попались 2 тангута из нагчукских кочевников. Они гнали около 10 яков, навьюченных мясом диких яков. Сами были верхами. Они ездили на северную сторону хребта на охоту, которая оказалась для них очень удачной. Кьясоном, лишь только увидел их, начал уговаривать меня напасть на них и ограбить все их имущество, а самим их взять с собою и выпустить обратно, когда мы сделаем по пустыне 4-5 переходов. Хотя я был очень озлоблен против тангутов, и успех в нападении представлялся несомненным, но все же моя рука не могла направить дуло берданки против ни в чем не повинных перед нами охотников. Местный обычай в пустыне заявлять претензию на чужую собственность только потому, что один сильнее другого не находил во мне сочувствия и тем более применения. Мы без всяких враждебных выходок пропустили мимо себя охотников. На сегодняшнем привале пришлось оставить 2 истощенных лошадей, отказавшихся идти с караваном даже свободными. Одна из них была та, которую Шабри оставил на дороге под мой вьюг. Простившись с этими животными, которым предстояла неминуемая смерть вследствие приближения холодного времени года и отсутствия корма, нам стало очень тяжело при обдумывании дальнейшего пути. Перед нами открывалась безлюдная, изрезанная реками и горами пустыня до самого Цайдама. Животные наши, первых из которых сегодня пришлось бросить, не обещали ничего хорошего. Решено было двигаться как можно медленнее, чтобы не утомлять яков последней нашей надежды. Конец 64-й части.